В Бишкекском парке «Молодежный» появился каток под открытым небом, где горожане могут проводить свой досуг не только днем, но и в вечернее время. Городской каток мы открывали в прошлом году. Это была идея мальчиков, скажем так. А здесь Азат, они просто подошли, сказали, что вот как в Рыбаче можно делать каток, да, бесплатный каток для населения. И мы решили взять на себя ответственность, сделали каток, было очень... я не сказала бы жалоба, а критиков очень много было. Туалета не было, там беседки, там чай не подавали и так далее. А в этом году вот городские парки в лице начальника, они учитывали все жалобы и предложения. Каток открыли на прошлой неделе. Провели освещение и привезли спортивный инвентарь. Кататься здесь бесплатно могут все, у кого есть собственные коньки. Арендовать коньки можно за 150 сомов. Также на катке есть инструкторы, которые помогут новичкам научиться кататься. Их услуги также бесплатные. Пока жакшылап атып все болот экен, көрүп атабыз. Көчө келип көрүп кеткенбиз, анан балдарды алып келгем, анан басын билейин дегем, канча сом. Канки бар бекен же өзүбүздүкүн алып келип өзүбүз тепсек болобу же бияк запрещать бу эч мындай кылбайбы депчи. Мо жакын жерде эле жашайбыз, Ладыскийде эле. Анан былтыртан бери жакшы болуп калды баяк каралып. Анан неберелеримди алып келебиз, ошо ойнотуп, черезден. Ошо биз үчүн жакшы эле болду. На месте установлен биотуалет для посетителей. И сейчас мастера муниципалитета трудятся над беседкой, где будут продавать чай и горячие бутерброды. Мы установили биотуалет. Количество 2 штук, пока еще один не установлен. Скоро установим. И беседку. Относительно беседки тоже на это деньги не тратились. Бюджета, то есть денег ни копейки не тратились. И беседка это, например, материал... из аварийных деревьев, да, вот деревья сносятся аварийные, там сухостойные, и мы мальчики сейчас делают, из этих материалов делаем беседку. Также в скором времени она закончится где-то с неделю, и будем подавать горячий чай, кофе, по предложению, Стоит отметить, на территории катка есть дежурные сотрудники, которые наблюдают за безопасностью. Там уровень воды не очень высокий, но каждое утро сотрудники проверяют толщину льда. Опасные участки огораживают. Глубина озера достигает всего 30 сантиметров. Даже если будет тепло, лед не треснет, так как основание тоже ледяное. Азамат Кенжешев, Халса Акибаев, Нью ТВ.